Ученый, профессор, доктор Аднан Шариф, который живет в Арабских Эмиратах, он написал очень интересную статью в этой книге, которая касается первого космонавта в мире. Вы можете прочитать это в суре Аль-Хиджр, 12, 13 и 14 аят. Аднан Шариф, профессор, пишет, что когда в 1961 году неверующий коммунист Юрий Гагарин вышел в открытый космос и увидел через иллюминатор планету Земля, он сказал, оказывается, все было записано в Центре управления полетами, и это западные страны, многие страны об этом писали, но у нас было запрещено об этом говорить. И он приводит цитату на арабском, и я прочту его, переведу на русский. Гагарин сказал, тарджиматуль харфия, то есть приводит буквальный перевод его слов. Нада ара, что я вижу, то, что было записано из уст Гагарина. Халь ана фи хильмин, я во сне, ам сухират айная, или глаза мои очарованы. Вот слова Гагарина. Я во сне или мои глаза очарованы. То, что записано. Это профессор Аднан Шариф, который занимается вопросами астронавтики, космоса и Корана. Большой ученый. Теперь посмотрим Коран, который был ниспослан нам, человечеству, 1400 лет тому назад. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ла юминуна би, ва кад халат суннатуль аувалин». Аллах Субхану ва Тааля говорит, этот народ в Бога, в Аллаха не верит. Хотя они раньше верили. Посмотрите, какая точность. То есть в 1961 году коммунистический строй и все ученые, которые работали над этим, и все космонавты, они были неверующие люди. Хотя до революции была вера, были церкви, были мечети, были медресе, были ученые, богословы. Какая точность? То есть уже за 1400 лет тому назад было известно, кто первым полетит, Америка или Россия. Но когда мы им, то есть неверующим коммунистам, откроем, позволим открыть ворота в небо, они туда поднимутся. Но когда поднимутся, скажут, что я вижу, я во сне, или мои глаза очарованы. Когда поднимется, скажет, что я вижу, я во сне, или мои глаза очарованы. Аллах Субхану ва Тааля знал, когда, где все это произойдет, кто, когда, где, что скажет, все известно Аллаху. И когда мы об этом говорим сегодня, мы очень много передач пишут, об этом говорят, и ни слова сказать об этом, и нигде нет. Но я, когда здесь был дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Попович в этой мечети, когда я с ним встречался, я ему об этом рассказал. И он мне, знаете, что сказал? Из всего этого, из всей этой истории, мне интересно, где Всевышний говорит, он мне говорит, когда я открою ворота в небо. Я говорю, почему? И он мне сказал, вы знаете, сколько расчетов делали ученые, чтобы найти это ворота? Я говорю, как? Небо? Открытое небо? Нет. Все корабли вылетают через одно ворота, через одни ворота, и влетают через одни ворота. Я говорю, как? Сотни расчетов. Потому что есть, он мне говорил, если космический корабль, который возвращается со скоростью 11 километров в секунду, не попадает в эти ворота, или сгорает, или отбрасывается обратно в космос, и больше никогда не вернется. Были те и эти случаи. Или отбрасывает обратно, или сгорает. Вы знаете сура Ат-Тарик,
Аллах Субхану ва Тааля говорит в этой суре: «Вассамаи зати раджа, валь арди зати садр». Что значит раджа? А слово раджа, то есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, небо имеет свойство возврата. Пар возвращается обратно дождем. Сотовая связь через ионосферу поднимается, возвращается. Альфа, бета, гамма излучение Солнца, космические излучения возвращаются обратно в космос, не попадают на нашу планету. То есть воздух имеет свойство возврата. И вот космический корабль, который не попадает в эти ворота, отбрасывается обратно и не возвращается, или сгорает. Надо так рассчитать, чтобы попал в эти ворота и вернулся обратно на Землю. Какая точность! И если читать эти сотни аятов, которые касаются космоса, звезд, звездного неба, то удивляешься еще раз и восхищаешься мудростью и величием Всевышнего Аллаха, который сотворил весь этот мир для одного человека. Вот все это для нас.